Стало известно, что коммунистический режим Китая создал 19 наблюдательных групп по всему региону для наблюдения за населением, особенно в различных провинциях, городах и сельских районах Восточного Туркестана. Согласно новостям в Китайской народной сети, недавно было завершено развертывание 4-й наблюдательной группы в рамках совместной организации мониторинговой рабочей группы Синьцзянь-Уйгурского автономного района партийного комитета в Восточном Туркестане, и благодаря этим группам регулярно ведется мониторинг центральных городов Урумчи, Кюльджа, Алтая, Тарбагатая, Бирталы, Карамая и 6 других городов, 41 района и 3 зон технологического развития, искусственных промышленных городов. Одной из основных отраслей, в которой китайский режим заставляет жителей Восточного Туркестана работать в качестве рабов, является хлопчатобумажная промышленность, и Китай пытается еще больше усилить применение принудительного труда в регионе, создав в Восточном Туркестане центр торговли хлопчатобумажной пряжей государственного уровня. Как сообщает китайское пропагандистское агентство Godak Network, 18 декабря Народное правительство Уйгурского автономного района в Восточном Туркестане Бинтуань, то есть Синьцзянский производственно-строительный корпус, и Китайское национальное управление по координации цепочек поставок объявили о создании первого центра торговли хлопчатобумажной пряжи государственного уровня на официальной церемонии, состоявшейся в Международном выставочном центре Урумчи. Недавно стало известно, что Китай, чье соперничество с США не выпало из международной повестки дня, работает над новым оружием, которое заставляет врага спать и контролирует его мысли. Как сообщает Washington Times, Народно-освободительная армия Китая ускорила работу над технологическим оружием. Среди средств, которые позволят выиграть войну без обычного оружия, есть устройство контроля над мыслями. Это оружие биологического содержания вызывает у противника сонливость, ослабляет его восприятие и внимание. Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений и дополнений в закон Кыргызской Республики о государственных символах Кыргызской Республики, сообщили в администрации главы Кыргызской Республики. Таким образом, форма солнечных лучей на флаге Кыргызской Республики изменилась с волнистой на плоскую. Сообщается, что число людей, погибших в результате землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего в провинции Ганьсю на северо-западе Китая, возросло до 148. В регионе, где мусульманские этнические меньшинства составляют большинство, жертвам землетрясения придется решать проблему укрытия в условиях холодной зимы. Достигнута договоренность по спорному 11-километровому участку границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Согласно заявлению пресс-службы правительства Кыргызстана, демаркационные делегации встретились в городе Бустон Сагдийской области Таджикистана 17-23 декабря. Возник спор из-за 503 километров из примерно 970-километровой границы между Кыргызстаном и Таджикистаном. Рабочие группы ранее согласовали около 240 километров спорного участка границы.